Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Напомню, это общественно-политический телевизионный журнал, и сверстан он из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. На этой неделе в обойме событий президент Чеченской Республики стал лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года. Таможенная служба Чеченской Республики готова приступить к работе. Столица нашей республики Грозный награждена почетным дипломом ООН «Хабитат», а в Москве задержаны дагестанские хакеры, подозреваемые, между прочим, в киберэкстремизме. И это отнюдь не все, о чем мы собираемся рассказать вам в этом выпуске, потому что команда информационного канала все еще не отступила от намерения убедить вас в том, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Итак, поехали. Сегодня в программе. Рамзан Кадыров призвал активизировать борьбу с остатками бандгрупп. Таможенная служба Чеченской Республики готова приступить к работе. Грозно отмечен наградой ООН «Хабитат». Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Насколько правомерно утверждение, что Грозный – центр мира, и насколько серьезны претензии чеченских властей сделать его таковым? Об этом в свете присуждения Грозному почетного диплома ООН «Хабитат» в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Магомед Нухаев. Президент Чеченской Республики стал лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года. Чеченские альпинисты совершили восхождение на пятитысячник. Министр культуры Российской Федерации попросил средства массовой информации забыть про исламский экстремизм. Об этом и не только в еженедельной рубрике Ченет-Инфо. Можно с уверенностью утверждать, что в нашей новейшей истории ни одна личность не оказала того влияния на будущее чеченского общества в той степени, которую оказал действующий президент Чеченской Республики Тагир Салаханов в рубрике «Тема инфо» с исследованием того, что лежит за внешней стороной события или явления. Завершение строительства крепости Грозный, первый нефтяной фонтан в нашем городе, массовый арест членов Чеченского обкома, хронология памятных дат начала октября в истории Чеченской Республики. Кто он, Абдурахман Авторханов? Чем объясняется феномен человека, вступившего в смертельную схватку с сильными мира за будущее великой страны, в которой ему не было места? Рубрика «Жизнь замечательных людей» об удивительном человеке Абдурахмане Авторханове. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальную тему. Рамзан Кадыров призвал активизировать борьбу с остатками бандгрупп. Таможенная служба Чеченской Республики готова приступить к работе, а Грозный отмечен наградой ООН «Хабитат». Это и многое другое в экспресс-обзоре моего коллеги Рустама Мугаева. С начала 2009 года на дорогах республики совершено 240 аварий, в которых погибло 138 человек, ранено 360. Такие данные привел на совещании в Доме правительства начальник управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике Шамхан Денилханов. Он отметил, что приведенное количество пострадавших в авариях снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По словам Денилханова, значительно меньше ДТП совершено по вине нетрезвых водителей, на 30% меньше аварий по вине пешеходов, на 17% меньше дорожных происшествий с участием детей. Помимо этого, сотрудниками госавтоинспекции выявлено и пресечено 168 тысяч нарушений правил дорожного движения, что на 7% больше, чем в прошлом году. Одной из главных причин роста аварийности Денилханов назвал увеличение количества автомашин на дорогах. Только за последние 2 года число машин в республике возросло на 50 тысяч. Заслушав отчет, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу среди населения. С начала года на территории Чеченской Республики уничтожено 84 участника бандформирования, предотвращено 16 терактов. Об этом сообщил министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов на совещании с участием президента республики Рамзана Кадырова. По словам Алханова, органами внутренних дел также были выявлены 4 вербовщика, один из которых задержан. Глава МВД сообщил, что правоохранительные органы республики находятся в состоянии постоянной боевой готовности для защиты порядка и общественной безопасности. В свою очередь, высоко оценив результаты деятельности МВД по Чеченской Республике, Рамзан Кадыров призвал руководителей подразделений МВД активизировать борьбу с остатками бандгрупп. Он особо отметил, что эта работа требует постоянного внимания и полной отдачи. Кадыров обязал начальников РОВД теснее вести работу с населением и духовенством, чтобы пресечь возможную вербовку молодежи в ряды НВФ.
Таможенная служба Чеченской Республики готова приступить к работе. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым доложил министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов. По его словам, таможня откроется ко Дню таможенника 25 октября. Он отметил, что на днях в Грозный приезжали представители таможенных служб из Минеральных вод и Ростова-на-Дону, которые дали высокую оценку проведенной работе. Специалисты подчеркнули, что не каждый регион России может похвастаться такой таможней. В свою очередь, глава республики поблагодарил министра за проделанную работу и напомнил важность открытия таможенного поста в нашей республике. По словам Кадырова, открытие таможни будет способствовать привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса в республике. Он выразил уверенность, что ее открытие станет большим праздником для жителей Чеченской Республики. Крупнейшая в Северо-Кавказском регионе студия дизайна и моды начнет работу в Грозном до конца октября. Студия занимает площадь около 1500 квадратных метров и расположена на одном из центральных проспектов столицы. Ожидается, что студия дизайна и моды Лаура и Медни, названная так в честь сестер Аджиевых, возглавляющих эту студию, будет разрабатывать модели одежды для женщин с учетом национального менталитета чеченцев и исламских традиций. Сообщается, что сестры Аджиевы являются ученицами известного художника и модельера Вячеслава Зайцева. На Медни студию супруга посетил и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который одобрил намерение авторов пропагандировать национальную культуру. Студия сможет пропагандировать национальную одежду чеченских женщин, и это будет способствовать укреплению традиций и обычаев чеченцев. И, конечно же, это большой шаг в развитии моды в регионе, заявил Кадыров. Представители исламских государств, которые участвовали в Москве в международной конференции по сотрудничеству России и исламского мира, посетили Грозный. В делегацию участников конференции «Россия и исламский мир. Партнерство во имя стабильности» вошли представители Сирии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Малайзии, Омана, Таджикистана, Азербайджана, Финляндии и Германии. В ходе поездки делегаты поблагодарили население Чеченской Республики за стойкость. Здесь, в Чеченской Республике, пролито очень много крови, сказал верховный муфти Сирии Ахмад Бадрудин Хасун. Для делегации провели экскурсию по Грозному, а также показали главную достопримечательность республики – мечеть имени Ахмата Кадырова в сердце Чечни, после чего гости встретились с руководством республики. В ходе визита они также побывали на могиле первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Столица Чеченской Республики Грозный награждена почетным дипломом ООН в номинации «Постконфликтное восстановление». Такое решение было принято заместителем генерального секретаря ООН госпожой Анной Тибайджукой. Как отметил глава администрации Грозного Муслим Хучиев, эта награда является международным признанием успехов и достижений восстановления не только Грозного, но и всей Чеченской Республики. Вручение высшей награды чеченской столицы состоится в начале октября в Вашингтоне. К настоящему моменту столица Чеченской Республики является единственным обладателем такой награды из всего евроазиатского региона. Программа ООН «Хабибат» была основана в 1978 году и содействует устойчивому развитию населенных пунктов посредством разъяснительно-пропагандистской работы, выработки политики наращивания потенциала, накопления знаний и укрепления партнерской связи между правительством и гражданским обществом. Столица Чеченской Республики готовится к открытию крупного торгово-развлекательного комплекса. С ходом строительных работ на объекте на днях ознакомился президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, с открытием комплекса грозненцы получат возможность для комфортного проведения досуга. В комплексе предусмотрены и созданы условия для любителей активного отдыха. Планируется, что открытие торгово-развлекательного комплекса состоится в первых числах октября. Территория комплекса составляет более 4 гектаров земли. В него войдут развлекательные центры, выставочные залы, стеклянная оранжерея, кинозалы, ледовые площадки для взрослых и детей, детские игровые площадки, магазины, офисные помещения и так далее. По словам начальника участка Зелимхана Берсанукаева, сейчас в здании комплекса завершаются работы по внутренней отделке помещений, завозят оборудование и устанавливаются эскалаторы. Руководители региональных отделений политических партий в Чеченской Республике, принимающие участие в предстоящих 11 октября 2009 года муниципальных выборах, подписали соглашение за честные выборы. Как сообщает избирательная комиссия Чеченской Республики, документ подписан представителями региональной партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Согласно договоренности, к членам политических партий, нарушивших положение соглашения, будут приниматься строгие меры, вплоть до исключения из партии. Кроме этого, на днях стало известно, что в помощь чеченским избирателям в Грозном открылась общественная горячая линия. Работа горячей линии позволит усилить взаимодействие органов власти и гражданского общества, то есть будет способствовать предупреждению и пресечению возможных нарушений избирательного законодательства и выборных процедур, разрешению спорных вопросов, возникающих в процессе проведения выборов. В церемонии открытия общественной линии приняли участие федеральный инспектор по Чеченской Республике аппарата полпреда президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Потапов и председатель избиркома Чеченской Республики Исмаил Байханов.
На неделе Чеченскую республику посетили специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева для отбора больных на лечение в Москву. В составе группы врачей старшие научные сотрудники и ведущие специалисты Центра. По словам заместителя министра здравоохранения Чеченской республики по лечебным вопросам Рукмана Бартиева, в республиканском Минздраве подготовлен список из более 500 человек, нуждающихся в консультациях профессиональных кардиологов и оперативном лечении. Осмотр больных проводится в Грозном, Гудермесе, Шале, а также в Кучулоевском и Урсмартанском районах республики. Бартиев также сообщил, что министр здравоохранения и соцразвития России Татьяна Голик на днях пообещала выделить республике дополнительные квоты для больных сердечно-сосудистыми патологиями. Кроме того, по словам заместителя министра, в рамках визита врачей на днях республику посетит и сам директор научного центра, главный кардиолог России Лео Бакери, удостоенный в январе ордена Кадырова. 40 лучших студентов 3 вузов Чеченской республики ЧГУ, ГГНИ и ЧГПИ выехали в эти дни в Германию для прохождения дальнейшей учебы за границей. По словам проректора Чеченского государственного университета по внешним и международным связям Шавади Арсалиева, обучение студентов в немецких вузах пройдет в рамках стипендиальной программы, проводимой правительством Чеченской республики и Германской службой академических обменов ДААТ. Учиться студенты будут в Лейпциге и Марбурге. Обучение займет 5 лет, из которых первый год уйдет на изучение языка страны пребывания. Следующие 3 года для получения степени бакалавра и последний год обучения в магистратуре. Арсалиев также сообщил, что до конца года из Чеченской республики отправятся учиться еще 50 студентов, но уже в Великобританию. Сегодня в рамках образовательной программы президента Чеченской республики в Англии и Германии уже обучается около 100 чеченских студентов. То, что нам ООНовцы присвоили высокие награды, это очень радует нас. И мы продолжаем выпуск. В истории Грозного началась новая эпоха. Эпоха возрождения и динамичного развития. Уже мало кто сомневается, что местные власти всерьез намерены вернуть городу былую славу и превратить его не только в город роз, но и в центр добра и мира. Насколько правомерно утверждение, популярное в чеченском обществе, о том, что Грозный – центр мира, и насколько серьезны претензии чеченских властей в этом намерении? Об этом в свете присуждения столице Чеченской республики почетного диплома ООН «Хабитат» в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Магомед Нухаев. Радостная весть пришла на этой неделе из Америки. Город Грозный награжден почетным дипломом ООН «Хабитат» в номинации «Постконфликтное восстановление». Такое решение было принято заместителем генерального секретаря ООН. Деятельность Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН «Хабитат» направлена на обеспечение безопасности и устойчивого развития населенных пунктов планеты. Эта программа является главным исполнителем в реализации целей развития тысячелетия, принятых главами государств ООН в 2000 году. ООН «Хабитат» была основана в 1978 году. Это ведущее учреждение по реализации повестки Дня «Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого 2 приоритетных направления – обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. Как отметил мэр города Муслим Хучиев, награда Грозного является международным признанием успехов и достижений не только чеченской столицы, но и всей Чеченской республики. Вручение награды на днях пройдет в столице Соединенных Штатов Америки, Вашингтоне. Это действительно хорошая награда для нашей республики, в целом, как и города. И 5 октября это действительно для нас знаменательный день. Вы знаете, это и дата города, день города, и другие мероприятия, это день рождения и президента республики. Действительно, сам, так сказать, Всевышний нам в этом помогает. Нужно отметить, что с июня 2005 года Грозный является членом Евразийского регионального отделения Всемирной организации объединенных городов и местных властей, который является важным партнером ООН «Хабитат» в реализации целей развития тысячелетия. Город Грозный является единственным обладателем такой награды из всего Евразийского региона. Кроме того, Грозный не так давно стал лучшим городом стран независимых государств. Он является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а также признан лучшим муниципальным образованием России в 2008 году. История города Грозного интересна и тяжела, так же, как и судьба чеченского народа. Город был образован на месте объединенных 2 слобод по обе стороны реки Сунджа в 18 веке. Население города в то время насчитывало около 4000 жителей. К концу 19 века молодой город стал крупным торговым центром Северного Кавказа. 1 мая 1893 года на Грозненский вокзал прибыл первый поезд.
Грозный стал крупным промышленным, научным и культурным центром. Его по праву называли самым зеленым городом Северного Кавказа. Здесь чеченец русский ингуш счастье умножает в дружеской семье. Дорогая, милая столица, расцветай на радостной земле. Свое название город унаследовал от военной крепости Грозная, построенной в этих краях царской армией в карательных целях. В октябре 1818 года было завершено строительство крепости Грозная, послужившей основанием города Грозного. Крепость была заложена в июне 1818 года по приказу генерала Ермолова на месте разоренных чеченских поселений. Поначалу это было земляное укрепление, состоящее из 20-метровой ширины рва и высокого земляного вала, и представляло собой правильный шестиугольник, имевший в поперечнике 500 метров. Советская власть в Грозном устанавливалась долго и полностью закрепилась только летом 1918 года в огне жестокой гражданской войны. После тех дней город пережил голод 30-х, Вторую мировую войну, депортацию коренного населения, серию контртеррористических операций против бандформирований. В результате 85% инфраструктуры города были полностью уничтожены. Несмотря на все эти катаклизмы, сегодня в Грозном новые здания, сады, парки. Везде видны леса новостроек и восстанавливаемых объектов. И, конечно, стрелы башенных кранов. Застройка и восстановление города после военных действий производилась целыми микрорайонами. Сегодня практически полностью произведена реконструкция автомагистралей, центральных проспектов, улиц, городов, площадей и парков. А ведь сравнительно недавно никто и не верил, что Грозный подлежит восстановлению. Столицу Чеченской Республики всерьез намеревались привести во второй по величине город Гудермес. Лишь благодаря тому, что в 2000 году глава администрации Чеченской Республики, а впоследствии президент республики Ахмат Кадыров, заявил, что столицей Чечни был и остается Грозный. Город смогли спасти от его превращения в военный полигон. По словам Ахмата Кадырова, вся история Чеченской Республики тесно связана с Грозным, и поэтому нельзя переносить столицу. Постепенно в город начали возвращаться люди, а сама столица понемногу восстанавливаться. Хотя за этой сказкой стоит титанический труд, круглосуточный труд, прежде всего, нашего лидера Рамзана Ахматовича Кадырова, всей его команды, всего чеченского народа. Это успех, это фантастика, это то, чему удивляется весь мир. И, конечно же, Рамзан Ахматович, прежде всего, я хотел бы выразить благодарность всех горожан за второе рождение города Грозного. Не будь настойчивости Ахмата Хаджи Кадырова, который настоял на том, что город Грозный будет стоять на том же месте и будет обязательно восстановлен. Много ходило слух о том, чтобы надо его перенести в другую географическую точку в Чеченской Республике. И все помнят слова ваши, когда вы сказали, что лучшей памятью Ахмата Хаджи Кадырова будет восстановленный, отстроенный, красивый город Грозный. Уже послезавтра, 5 октября, Грозный отметит свой День города, который был учрежден 2 года назад. Соответствующее распоряжение подписал тогда мэр Грозного Муслим Хучиев. По традиции на День города в нашей столице пройдут массовые гуляния. Перед горожанами выступят солисты республиканской филармонии, а также танцевальные коллективы. Отрадно отметить, что День Грозного по дате совпадает с днем рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Именно с его легкой руки и вопреки всем пессимистическим прогнозам, сегодня Грозный радует своими темпами развития, интересной архитектурой зданий и красочными контрастами фонтанов, парков, аллей, многочисленными культурными объектами. В этой связи за выдающиеся достижения, способствующие восстановлению и развитию чеченской столицы, а также за эффективную благотворительную и созидательную деятельность во благо города Грозный, в 2006 году было присвоено звание «Почетный гражданин города Грозный» Кадырову Рамзану Ахматовичу. Подобные звания впоследствии присуждены также председателю правительства Чеченской Республики Одессу Байсултанову, мэру города Москвы Юрию Лужкову и другим. Немалая заслуга в возрождении Грозного принадлежит и его мэру Муслиму Хучиеву. Главной достопримечательностью Грозного, конечно же, является проспект имени Владимира Путина, бывший проспект Победы. Его восстановление для городской администрации стало главным событием за эти годы. Сегодня проспект Путина ничем не отличается от улиц даже самых развитых городов России и уже давно стал одной из главных достопримечательностей чеченской столицы. Мы открываем проспект имени Путина Владимира Владимировича. Путин Владимир Владимирович, наш национальный лидер,
Для чеченского народа он спаситель, он спас нашу республику, наш народ. Он доверил Кадырову, Кадыров доверил народу. И так у нас случилось то, что всегда чеченский народ мечтал. Это мир, стабильность, спокойствие. В век всемирной сети интернет Грозному посвящены многочисленные интернет-ресурсы. Разбросанные по всему миру грозненцы с удовольствием следят за красочными преобразованиями в родном городе, а многие даже возвращаются домой. Грозный – это город удивительной судьбы, это город будущего. С ним связано немало легенд и преданий. Так, Чеченская Республика всегда была известна своими святыми старцами, шейхами и устазами. Многие из того, что они предсказывали, впоследствии сбылось. Это депортация, развал СССР, военные действия в Чечне. Также святые предсказали, что Грозный зарастет бурьяном, а потом снова возродится и станет самым цветущим городом на Северном Кавказе. Никто в это не верил. Как это развивающийся, строящийся город может зарасти бурьяном? Не верили до тех пор, пока не наступил август 1991 года. Не стало СССР. На смену коммунизму пришел капитализм. В стране началась борьба с международным терроризмом. Грозный дважды был разрушен. Бурьяном заросли его пустыри, которые появились там, где прежде стояли многоэтажные дома, скверы и парки. И только сегодня, как и предсказывали в истории Грозного, началась новая эпоха – эпоха возрождения и развития. Местные власти всерьез намерены вернуть городу былую славу и сделать его вновь не только городом роз, но и центром мира и добра. И видя все эти позитивные преобразования, можно быть твердо уверенным, что руководство республики и городской администрации непременно добьется поставленной цели. И не когда-нибудь, а уже в ближайшее время. Я живу мечтой встретиться с тобой, город Грозный мой родной. Я живу мечтой встретиться с тобой, город Грозный мой родной. Считается, что во дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое что ни на есть олицетворение этого века. На прошедшей неделе паутина сообщила, что президент Чеченской Республики стал лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года, а чеченские альпинисты совершили восхождение на пятитысячник, а также о том, что министр культуры Российской Федерации попросил средства массовой информации забыть про так называемый исламский экстремизм. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров признан лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года. Об этом сообщает целый ряд электронных изданий. Сообщается, что Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии и Союз мусульман Казахстана присудили Кадырову звание «Лучший мусульманский государственный деятель 2009 года» за выдающиеся заслуги в пропаганде ислама и возрождении духовности. Ожидается, что вручение специальной медали и диплома состоится в городе Алматы. На церемонию вручения приглашены известные общественные, политические и религиозные деятели России, Казахстана, представители международных организаций. Звание «Лучший мусульманский государственный деятель года» присуждается руководством Комитета по правам человека в Центральной Азии и Союзом мусульман Казахстана мусульманским государственным деятелям за выдающиеся заслуги в общественной и политической жизни. Закончен прием заявок на участие в международном конкурсе журналистов «Золотое перо». Об этом сообщают официальный портал президента и правительства Чеченской Республики и интернет-ресурс конкурса. Так, представитель оргкомитета конкурса, депутат парламента Чеченской Республики Иса Хаджимурадов отмечает, что в текущем году на участие в 5-м юбилейном международном конкурсе журналистов «Золотое перо», посвященное памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, зарегистрировано рекордное количество материалов. По словам Хаджимурадова, более 400 материалов из Узбекистана, Казахстана, Бельгии, Финляндии, Болгарии, США, Франции, России и многих других стран мира уже поступило и зарегистрировано. Резко возросший интерес к конкурсу представитель оргкомитета объясняет интересом, который проявляют в мире как к личности первого президента Чеченской Республики, так и к позитивным изменениям, которые происходят в Чеченской Республике.
На Медне спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов в средствах массовой информации выдвинул вероятность, что в конечном итоге Россия в своем развитии может достигнуть такого уровня демократии, что не исключена вероятность избрания президентом России кавказца. Избрание президентом Барака Обамы говорит о развитости институтов демократии в американском государстве. Это, конечно же, пример для подражания, для обсуждения или для восприятия другими, будь то Россия, Европа, Китай или Арабский Восток, заявил Абдурахманов в интервью изданию «Ислам.ру». Россия – это многонациональное государство, в котором проживает более 100 народов. Возможно, в своем развитии через десятилетия мы придем к такому же прорыву в общественном сознании и развитии демократии. Это и будущее России, и оно именно в развитии демократических процессов и институтов. И через их развитие, возможно, Россия и придет к тому, что ее может возглавить кавказец или татарин, подчеркнул глава парламента. 17 сентября преподаватели географического факультета Чеченского государственного университета Рустам Гакаев и Рамзан Вагапов в составе международной команды альпинистов «Россия-Грузия» совершили восхождение на гору Казбек. Об этом сообщает информационный ресурс Чечен.Инфо. Сообщается, что восхождение прошло по инициативе грузинской общественной, некоммерческой и негосударственной организации «Фонд Кавказа», которая занимается налаживанием культурных, образовательных и научных связей между кавказскими народами. В восхождении приняло участие 6 альпинистов, 4 из Грузии и 2 из Чеченской Республики. Восхождение возглавил президент фонда, историк и академик Национальной академии наук Грузии Гиви Гамбашидзе, который, собственно, и является инициатором совместного грузинско-чеченского проекта. Отмечается, что свое восхождение чеченские альпинисты посвятили к широко отмечавшемуся в те дни в Чеченской Республике Дню чеченской женщины. Сотрудниками ФСБ Дагестана совместно с московскими коллегами задержаны 2 молодых людей, подозреваемые в организации кибератак на информационные сайты Северного Кавказа. Об этом на неделе сообщили ряд сетевых ресурсов. Напомним, в июне этого года ряд северокавказских государственных сайтов подверглись хакерской атаке. В результате на них появились обращения от имени членов экстремистской группировки. По факту взломов было возбуждено уголовное дело. В процессе расследования сотрудникам ФСБ удалось найти так называемое киберподразделение террористов «Ансар», занимающееся хакерскими атаками для распространения идей терроризма через всемирную паутину и на 27-летнего хакера Альберта Сааева. Следствие установило его причастность к взлому ряда государственных информационных ресурсов, в том числе сайтов органов власти Чеченской Республики, Дагестана и Ингушетии. Известно, что Альберт Сааев в 2005 году уже задерживался правоохранительными органами в связи с причастностью к взлому сайта Российского информационного агентства «Дагестан». В издательстве «Пробел-2000» выпущена в свет книга «Царское прошлое чеченцев. Наука и культура». Об этом сообщает сетевой ресурс правкнига.ру. В книге, посвященной вопросам науки, культуры, просвещения, религии и этнической истории чеченского народа, анализируется структура строящегося нового реформируемого кавказского общества. Как отмечают сетевики, автор рисует широкую панораму повседневной жизни 19 столетия с ее особым предметным миром, укладом жизни, взаимовлиянием культур. Дает целостное описание жизни чеченского народа. По словам авторов материала, привлечение огромного массива источников, обобщение многочисленных работ по истории освоения Кавказа, данные антропологии, генетики, этнографии, археологии, географии, биологии, геологии, истории России позволили автору выполнить исследование, которое, безусловно, должно быть отнесено к значимым явлениям отечественной историографии. Чеченские автомобилестроители ведут переговоры с АвтоВАЗом о предоставлении Чеченской Республике технологической базы для производства аналога Нивы. Об этой новости на этой неделе сообщил целый ряд электронных изданий. По словам сетевиков, в республике хотят сосредоточиться на производстве аналога Нивы с привлечением ВАЗовой технологической базы. При этом сообщается, что попутно чеченцы ведут переговоры с АвтоВАЗом о перебросе модели ВАЗ-2104 из Ижевска в город Аргун. Планируется, что стоимость чеченской Нивы будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей. Сообщает, к примеру, автоньюз.ру. Любопытно, что на АвтоВАЗе возможность разработки для Чеченской Республики внедорожника пока не подтверждают, но охотно комментируют возможность поставки на Чечен-Авто машинокомплектов «четверки». При этом отмечается, что на завод уже поступал запрос о рассмотрении возможности поставки машинокомплектов «четверки» на сборочное предприятие Чечен-Авто. Новость о том, что муфтий Чеченской Республики Султан Мирзаев призвал международные инстанции инициировать судебный процесс над бывшим президентом США Джорджем Бушем на прошедшей неделе буквально взорвала зону.ру глобальной сети. Если есть справедливость на белом свете, то почему Джордж Буш не должен сесть на скамью подсудимых? Если Гаагский суд, Европейский суд справедлив, где эта справедливость? Приводят слова муфтия, сказанные им в понедельник на пресс-конференции в Москве различные издания. И далее. Сегодня мы знаем, по вине Джорджа Буша умирают люди, мусульмане и не мусульмане. Умирают американские
американские солдаты. Я не знаю, почему американцы этого не понимают, подчеркнул Мирзаев. Россия всегда была и остается мощным государством, в отличие от Соединенных Штатов. У них, США, все на языке, и демократия у них своя, для себя, чуждая для России, северокавказских регионов, приводят слова муфтия сетевые ресурсы. Министр культуры России Александр Авдеев попросил журналистов не употреблять в криминальных сводках словосочетания «мусульманский» и «исламский экстремизм», заменив их на «религиозный». Свою просьбу, как передает ИТАР ТАСС, Авдеев озвучил в Нальчике в ходе посещения строящегося православного храма. По мнению министра, не следует вешать ярлыки, обидные для значительной части населения России. Это же заявление министр повторил и в ходе подведения итогов Совета по культуре при Министерстве культуры России, посвященного формированию толерантности в обществе, который прошел в Кабардино-Балкарии. По данным ИТАР ТАСС, на Совете обсуждалась борьба с ксенофобией средствами культуры. Напомним, что недавно на совещании в Сочи президент России Дмитрий Медведев также особо подчеркнул недопустимость использования термина «исламский экстремизм» как неадекватного и вредного с точки зрения национальной безопасности. Ученые Грозненского института Российской академии наук разработали надежную и недорогую систему строительства фундамента зданий. Эта система позволяет уменьшить воздействие на дома землетрясений до 2 баллов. Об этом СМИ сообщил завкафедрой строительных конструкций Грозненского государственного нефтяного института Хасан Мажиев. Как сообщает ряд электронных изданий, разработку сейсмоизолирующего тарельчатого фундамента ученые представили в Ростове-на-Дону на выставке конференции «Интеграция фундаментальных и прикладных исследований в интересах ЮФО». Конструкция фундамента, состоящая из верхней, нижней частей и промежуточного элемента в виде тарелки, позволяет изолировать здание от сейсмических движений во время землетрясений. Эта система недорогая в исполнении, поскольку изготавливается из обычных материалов и может быть заменена в процессе эксплуатации. Кому-то представленный материал покажется расследованием, а кому-то разоблачением. Но это лишь объективный анализ с позиции тележурналиста. Рамзан Кадыров, именно с ним связывает свое будущее народа Чеченской Республики. Время расставляет все по своим местам, и роль Рамзана Кадырова в истории чеченского народа тоже определит время. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что в нашей новейшей истории ни одна личность не оказывала того влияния на будущее чеченского общества в той степени, которую оказал этот человек. Тагир Салаханов в рубрике «Тема инфо» с исследованием того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. О человеке, добившегося признания в политике, принято говорить: он добился всего, у него есть и власть, и деньги. Только справедливо ли будет сказать так о том, кому слава и успех, ненависть врагов и безмерная любовь собственного народа, все возможные почести и непредсказуемые опасности пути политика пришли в 30 лет? Честно ли забывать при этом, что судьбу лидера ему предопределила глубокая личная трагедия? 9 мая 2004 года. Самый светлый праздник всего народа. Неважно, мусульманин ты или христианин, русский или чеченец, это день победы. День, когда человечество победило фашизм. Этот день оборвала жизнь того, кто освобождал родную землю от чумы не менее страшной, чем фашизм. Ахмад Хаджи, истерзанный взрывом, победил навсегда. Я стал на путь спасения своего народа. Мудрый и отважный человек, своей гибелью достойной и мусульманина, и клонаха объединил народ, завещав им прощение друг друга и процветание. Я занял опять ту позицию, которую я должен занимать по исламу. Уже тогда Рамзан, младший сын первого президента Чеченской Республики, бессменный телохранитель, водитель и помощник, пользовался в республике широкой известностью и авторитетом. Во многом благодаря независимости суждения, личному мужеству и безграничной преданности делу отца. Рамзан был свято убежден, что путь, избранный Ахмад Хаджи, единственно верный среди того хаоса, который воцарился в родной республике. С того самого дня Рамзан Кадыров становится главным человеком в республике. Ему всего 28 лет, но именно с ним связана надежда народа на то, что война наконец завершится. Уже тогда, в 2004 году, было понятно, что силы международного терроризма обречены на бесславный конец. Июля 2004 года Рамзана Кадырова назначают первым вице-премьером. Главная ставка Рамзана, отвечающего за силовой блок, была на правоохранительные органы. Он призвал милиционеров прислушиваться ко всем проблемам людей. На самые ответственные посты были назначены люди из числа единомышленников первого президента. За короткий срок ситуация стремительно изменилась. Если до этих пор теракты в столице республики были делом чуть ли не ежедневным, то уже к концу 2004 года они стали носить единичный характер.
Главной задачей стало уничтожение главарей бандподполья. Подразделениями МВД по Чеченской Республике за период с 2004 по 2006 год было ликвидировано более 40 эмиров. В результате спецоперации были уничтожены руководители бандподполья. Вместе с тем, каждый желающий прекратить вооруженное сопротивление, но не запятнавший себя кровью, мог в любое время прийти и сложить оружие. Рамзан Кадыров давал личные гарантии того, что человек может жить спокойно, если, как уже было сказано, он не запятнал себя кровью безвинных жертв. Тогда еще Ахмад Кадыров начал вытаскивать из незаконно вооруженных формирований людей, одурманенных ложными идеями под предлогом джихада. Он всегда говорил: наша задача не в том, чтобы уничтожить всех, а спасти кого только можно. Это наши заблудшие соплеменники, и надо возвращать их своим семьям и республике. Уже на момент гибели первого президента более 3000 человек сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Многие критиковали Кадырова за этот шаг, звучали чуть ли не обвинения в сговоре с бандитами, но время доказало правоту Ахмад-Хаджи и Рамзана. Пусть и с опозданием, под амнистию, фактически сохранившую жизнь тысячам людей по обе стороны фронта, была подведена правовая база. В мае 2006 года глава антитеррористического комитета России, директор ФСБ Николай Патрушев объявил амнистию всем, кто добровольно сложит оружие. До 15 января 2007 года с повинной пришли еще более 600 человек. В общей сложности более 8000 человек покинули ряды НВФ и вернулись к мирной жизни. В большинстве своем эти люди вступили в ряды правоохранительных органов и доказали свою верность чеченскому народу. Сотни человек из числа бывших участников НВФ награждены орденами и медалями. Десятки погибли, выполняя свой служебный долг. Так было до некоторых пор, но 2009 год вместе с издержками глобального мирового кризиса принес и новые испытания. Испытания для Чеченской Республики и для чеченского народа. Этот год был обозначен новым витком борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Весь последующий период до сегодняшнего дня нес новые угрозы миру и стабильности в Чеченской Республике. Президент Чеченской Республики отреагировал на эту угрозу незамедлительно. С 15 мая обозначилась и новая тенденция в действии Рамзана Кадырова. На пятничной молитве в Центральной мечети президент республики дал понять, что время компромиссов с бандитами прошло, и отныне правоохранительные структуры республики будут их только уничтожать. Hoe meisjes aan wallahi al als deelt aan wat we gebist zijn حاجه تقدر نص شعور ممكن ده شيء ولا تنجل ساعه ايه تنبش مش تبور بس تبع والله يا زديل تعمل كده ساعه ايشك بيرس ادالين بيرس واخوجين شو ده البوس بتصعبش ونص بباب بس كده هو شو عدونه ديل دين شريعه طريقه ديل البوس ونابو هو شو عدونه مو مخ ديبو شي بيرس تعاوسين قوه الغاء مو خويت اللي بيرس نعطيه دولت اللي يقول نا غاديز شن تايبادو شن تخمدو شن فيدو الموسم عرب ولا شي قوه المسعيالو يز üç ayan an şu vakit de yeyiz. Say vallahi billahi dallahi az diyor bu zulüm hırmatı şu izberi adam. İnsan yolmuş. Hal ve sermayat için. Çünkü yürümüş. İşte akıtmaya çıkıyoruz. Новые обстоятельства диктуют новые условия. Именно этим были обусловлены новые инициативы президента Чеченской Республики. Борьба с терроризмом стала насущной необходимостью. Новые вызовы требовали адекватного ответа. Была достигнута договоренность с президентом Республики Ингушетия о совместных действиях против бандита. Руководство нашли понимание и понимая то, что именно совместно чеченские, ингушские, дагестанские милиции руководство можем достичь успеха. Успех один – мирная, цветущая республики. Это стало адекватным ответом против вызова времени. За несколько месяцев были достигнуты существенные успехи. Следует подчеркнуть, что ресурсы бандподполья закончатся, в отличие от ресурсов народа, стремящегося к мирной и созидательной жизни. И движущей силой всех этих преобразований является именно президент Чеченской Республики. Конечно, в последнее время на улицах Грозного взорвалось немало смертников, но не они определяют будущее республики. Его определяет тот, кто саму свою душу положил на алтарь этого будущего, то есть Рамзан Кадыров. Именно с ним связывает свое будущее народа Чеченской Республики. Время расставляет все по своим местам, и роль Рамзана Кадырова в истории чеченского народа тоже определит время. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что ни одна личность из числа чеченцев не оказала того влияния на мировую историю, какую оказал Рамзан Кадыров. Оценку его неординарной личности даст сама история. Нам же лишь остается констатировать, что имя Рамзана Кадырова также неразрывно связано с историей чеченского народа, как и имена Бибулата Таймиева, Байсангура Биноевского и Ахмата Кадырова.
Республика сегодня развивается по пути позитивных преобразований. Именно Рамзан Кадыров стал той силой, что сподвигло ее на этот путь. А значит, все у нас будет хорошо. 5 октября Рамзану Кадырову исполнится 33 года. Самый расцвет жизненных сил. Дай Аллах долгих лет ему и в жизни, и в политике. Историческая наука утверждает, что история движется по кругу. Если следовать этой логике, наша с вами история – зеркало дня сегодняшнего. Сверимся по времени и проинспектируем ключевые события в истории Чеченской Республики. На этой неделе в это самое зеркало попали завершение строительства крепости Грозной, первый фонтан нефти, забивший уже в городе Грозный, массовый арест членов Чеченского обкома и многое-многое другое. Итак, хронология памятных дат начала октября в истории Чеченской Республики. 15 октября 1791 года шейха Мансура, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца XVIII века, отправляет в Шлиссельбургскую крепость на безысходное в ней пребывание. Шейх Мансур, как его называют в народе Ушурма, который является национальным героем чеченского народа, родился по одним данным в 1765 году, по другим в 1760 году в селении Алды в Большой Чечне. Он происходил из степа Элистанджой. Отец Мансура Шаабаз был родом из села Элистанджи. Некоторое время семья жила в селе Хаттуне, затем обосновалась в селе Алды, где родился Мансур. Движение Мансура быстро охватило весь Северный Кавказ. После серии удачных походов и сражений силы Мансура были истощены, и он был вынужден с последними отрядами укрыться в занятой турками Анапе. 22 июня 1791 года в ходе штурма и взятия российскими войсками Анапы Мансур был ранен и попал в плен. Умер он в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. 10 октября 1816 года генерал Ермолов прибывает в Тифлис и вступает в должность управляющего Грузией и командующего отдельным Кавказским корпусом. Ермолов пробыл на Кавказе чуть более 10 лет и за это время прославился своей жестокостью и откровенной нелюбовью к гурским народам. В апреле 1827 года генерал Ермолов отстранен с должности наместника Кавказа. Чуть ранее, 31 июля 1826 года, в поход на Кавказ двинулся персидский Мирза Аббас. Это нападение оказалось для Ермолова полной неожиданностью. Николай I посылает на Кавказ генерала Паскевича. Задача принять командование Кавказским фронтом. Как и следовало ожидать, за этим назначением проследовали 6 месяцев интриг и взаимных обвинений. Уже в марте 1827 года Ермолов подает в отставку с мотивировкой по домашним обстоятельствам. А 16 марта этого же года главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом назначается генерал Паскевич. В октябре 1818 года завершено строительство крепости Грозная, послужившая основанием города Грозного. Крепость была заложена в июне 1818 года по приказу генерала Ермолова на месте разоренных чеченских поселений. Поначалу это было земляное укрепление, состоящее из 20-метровой ширины рва и высокого земляного вала, и представляло собой правильный шестиугольник, имевший в поперечнике 500 метров. Каждая сторона шестиугольника служила фронтом для одного батальона пехоты, а каждый выдвинутый вперед угол шестиугольника – бастион для 2 пушек. Крепость постепенно застраивалась пороховыми погребами, складами. В ней появились казармы, гауптвахта, церквушка. Не все знают, что бывший сквер имени Чехова окончательно утеряно в ходе 2 военных кампаний место историческое, которое с предельной точностью воспроизводило границы бывшей крепости. В октябре 1819 года известный русский писатель и дипломат Грибоедов прибывает в Грозный. Следует отметить, что свое знакомство с Кавказом Грибоедов начал именно с нашего края, и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную. С октября и до конца ноября 1819 года великий драматург находился в крепости, затем уезжает в Тегеран, где тоскует по родине и Кавказу, который полюбил. Ермолов помогает молодому человеку и переводит его к себе на службу секретарем по иностранной части. Именно здесь, в Грозном, и был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению сопричастности к декабрьским антиправительственным событиям, служивший при генерале Александр Сергеевич Грибоедов, который сыграл огромную роль в формировании мировоззрения творческой личности поэта. Драматург в это время плодотворно работал над своей бессмертной комедией «Горе от ума». Можно с уверенностью сказать, что строфы из нее в исполнении автора не раз звучали в крепости Грозная.
октября 1893 года на грозненских нефтяных промыслах ударил первый фонтан нефти. В Грозном началась промышленная разработка нефти. Именно в этот день около Грозного была пробурена скважина, давшая первый нефтяной фонтан. После этого о небольшом городке, каким был в то время Грозный, стали писать газеты. В окрестностях Грозного быстро возник нефтяной район, который теперь называют старыми промыслами. О грозненской нефти знали очень давно. Ею пользовались главным образом для смазки колес и лечения скота. Добыча велась вручную, ведрами, всего из нескольких колодцев. Нефти потребовалось больше, когда в 1823 году в городе Моздоке крепостные крестьяне, братья Дубинины, стали получать из нее керосин. В 1855 году Шухов изобрел форсунку для распыления в топках паровоза мазута, получаемого из нефти. Вот тогда-то ее понадобилось миллионы пудов. Это и привело к бурному развитию Бакинского и Грозненского нефтяных районов. 1 октября 1908 года родился народный артист ЧССР, композитор и известный собиратель музыки народов Кавказа Димаев Умар Димаевич. Умар Димаев – гармонист, виртуоз. Он является автором более 30 произведений для гармонии и множества аранжировок народной музыки. Был солистом оркестра народных инструментов, республиканского радио, лауреатом первого всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах. Расцвет творчества Димаева пришелся на 50-е годы, когда он принимал участие в становлении фольклорного танцевального ансамбля «Войнах» Национальной филармонии. Он долгое время работал на телевидении, радио, участвовал в съемках фильма о знаменитом танцоре Исенбаеве. Умар Димаев прожил яркую жизнь и сделал очень много для становления чеченской культуры. Умер композитор в декабре 1972 года. В октябре 1924 года в Чеченской автономной области открылся первый музей. Это был окружной музей Грозненского отдела народного образования. Основу фондов составили собрание оружия времен Кавказской войны, ценнейшие коллекции вооружения, предметы культа, быта, декоративно-прикладного и художественного промыслов. Небольшой окружной музей, который помещался в двух комнатах одной из грозненских школ и имел всего 150 единиц хранения, не мог решить своей главной задачи – быть центром научно-просветительской работы. Чеченская областная музей был создан в начале лета 1925 года при поддержке секретаря Северокавказского крайкома ВКПА Микояна и с помощью известного грозненского коллекционера и филателиста Бориса Скалиоти. В ходе двух военных кампаний было уничтожено и утеряно до 90% фондов музея. Сегодня музей насчитывает в своих фондах более 30 тысяч единиц хранения. Это прежде всего предметы археологической и этнографической коллекции. В октябре 1937 года в сопровождении чекистского штаба в Чечено-Ингушетию прибыл кандидат в члены Политбюро, председатель политколлегии при ЦК партии, заместитель Южикова Шкирятов. Сразу же по приезду Шкирятов усиленно занимается распутыванием так называемого буржуазно-националистического клубка. Вскоре Шкирятов отдает приказ об аресте всех чеченцев и Ингушетии, являвшихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ распространяется на всех чеченцев и Ингушеи, от председателя республиканского правительства до председателя сельсовета. 10 октября 1937 года прямо на пленуме обкома партии были арестованы все руководители Чечено-Ингушетии. Несмотря на то, что все они были арестованы вместе, обвинения арестованным предъявлялись разные. От измены родине, ведения контрреволюционной антисоветской пропаганды до участия в шпионаже и вредительстве. 10 октября 1942 года германская авиация начала бомбить нефтяной Грозный. Еще в июне 1942 года, выступая на совещании штабов группы армии Юг, Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Для осуществления этих замыслов германское командование разработало план Эдельвейс, сосредоточив на кавказском направлении огромные силы. Уже 28 числа немецкие части взяли Эль-Хотва, перерезав шоссе Грозный-Нальчик. В октябре немецкая авиация начала наносить массивные авиаудары по Грозному и его окрестностям. Город превратился в огромный факел. На борьбу с пожарами на нефтяных промыслах встало все население Чечено-Ингушетии. С начала 1943 года обстановка на советско-германском фронте изменилась. В результате тяжелых потерь враг перешел к обороне и отказался от попыток прорваться в Закавказье через Орджоникидзе и Грозное. 5
5 октября 1976 года в селении Центару Шалинского района ЧССР родился известный российский государственный политический деятель, президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Кадыров – младший сын Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики, погибшего в результате теракта 9 мая 2004 года. Долгое время возглавлял службу безопасности чеченского президента, участвовал в операциях по ликвидации членов незаконных вооруженных формирований. В марте 2007 года указом президента Российской Федерации на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента Чеченской Республики, назначен исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. Утвержден в этой должности парламентом Чеченской Республики, награжден высшими наградами Российской Федерации, золотой звездой Героя России и орденом Мужества. Ему было 13 лет, когда он, что называется, в неурочный час убежал из дома в поисках своего счастья. Но эти поиски закончились весьма плачевно. 20 лет спустя, едва выбравшись из застенков НКВД, он вынужден был навсегда покинуть страну Советов. Его учителями были соратники Ленина. Его преподаватели в Институте Красной профессуры на курсах марксизма при ЦК были из окружения Сталина. Но он так и не стал рабом системы или фанатиком иллюзорных коммунистических идей. Кто он, Абдурахман Афтарханов? Чем объясняется феномен человека, вступившего в смертельную схватку с сильными мира за будущее великой страны, в которой ему не было места? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Когда уходит из жизни человек, думаешь о тленности всего сущего. Когда уходят из жизни титаны, провожаешь эпоху. В ночь с 24 на 25 апреля 1997 года в немецком городе Ольсинге ушел в мир иной человек-титан, человек-эпоха Абдурахман Афтарханов. Он ушел, пережив своих палачей, приговоривших его к смертной казни. Ушел, вбив осиновый кол в крышку гроба призрака коммунизма. Ушел, подарив человечеству надежду. Абдурахман Афтарханов родился в чеченском селе Лагнойри на Теречной. Учился одновременно в двух школах, в русской и арабской. В 1923 году он ушел из дома в город, где и получил свою фамилию Афтарханов при поступлении в Грозненский детский дом. По окончанию 7 класса Афтарханов пошел учиться в областную партийную школу. После ее окончания поступил на рабочий факультет. В 1920-30-х годах там проходили подготовку в вузы молодые люди, не получившие своевременное среднее образование. Афтарханов, не окончив рабочий факультет, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, и это дало ему возможность по рекомендации чеченской партийной организации поступить в Институт Красной профессуры. Это была уникальная возможность для молодого амбициозного чеченца. В университете он сблизился с кружком сторонников Бухарина, многие из которых тесно лично общались с лидерами правой оппозиции. В 1928 году он был переведен на второй курс подготовительного отделения ИКП, но бросил учебу, обосновав свое решение желанием получить техническое образование. Он вернулся на рабфак, на родину, окончил его в 1929 и попытался поступить в Грозненский нефтяной институт. Однако партийное руководство Чечни не дало ему продолжить образование и мобилизовало на партийную работу. Тот факт, что чеченец по происхождению попал в партию – феноменальное явление, не говоря о том, что его назначили сразу же вторым лицом в тогдашней партийной иерархии республики, исполняющим обязанности заведующего организационным отделом чеченского обкома. Но в 1930 году назначивший его ответственный секретарь обкома Хасман был снят, и вместо него был назначен новый. Новый руководитель привел новую команду, а Афтарханов вернулся в Москву на подготовительное отделение ИКП. В то время он, как пишет сам Афтарханов в своих мемуарах, верил в многократно высказанную после 1917 года позицию Ленина по национальному вопросу, постановления съездов и пленумов партии, считая, что следует учитывать национальные особенности, а не вести единообразную политику на всей территории Советского Союза. Защищая свое понимание официально провозглашенных партией принципов, Афтарханов написал в 1930 году статью в газете «Правда», которая долгое время являлась ежедневным центральным органом власти большевиков. В своей статье он критиковал положение в национальных окраинах, пренебрежительное отношение к местным кадрам и неподготовленную коллективизацию в национальных районах. За статью Афтарханова исключили из института и перевели в сектор национальной печати ЦК ВКПБ, а в конце 1930 года откомандировали на Кавказ, где он работал заведующим отделом народного образования Чечни. В эти годы он организовал Чеченский национальный драматический театр и был назначен его директором. В 1932 году был назначен директором чеченского отделения партиздата при ЦК ВКБ.
Это примерно то самое время, когда начали выходить его первые книги к основным вопросам истории Чечни 1930, краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне 31, революция и контрреволюция в Чечне 33, объединение, рожденное революцией 34. В соавторстве с Яндаровым и Мацеевым вышла в свет его книга «Грамматика чеченского языка». Впоследствии его приняли в Союз писателей СССР по секции критики. Он присутствовал на первом съезде писателей. В 1933 году он поступил на курсы марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Москве, а в 1934 году вернулся в ИКП и поступил на исторический факультет, который закончил в 1937 году. После окончания института Авторханов получил направление на работу в Грозный в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКП. После возвращения на историческую родину Авторханова в его жизни начался этап нескончаемых преследований и изгнания. В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года в Чечне было арестовано 14 тысяч человек. Позже, 10 октября 1937 года, прямо на пленуме обкома партии были арестованы все, кроме первого секретаря обкома, руководители Чечено-Ингушетии. Вместе с ними был арестован и Авторханов, который только в тот день вернулся из Москвы и получил приглашение на пленум. Несмотря на то, что все они были арестованы вместе, обвинения арестованным предъявлялись разные. Авторханова обвиняли по различным пунктам статьи 58 УК РСФСР, а именно в измене Родине, в участии в подготовке вооруженного восстания, в шпионаже, во вредительстве, в ведении контрреволюционной антисоветской пропаганды, в участии в контрреволюционной организации. По первым 4 обвинениям высшей мерой наказания был расстрел. 3 года велось следствие по его делу. На протяжении всего этого времени Авторханов подвергался пыткам физическим и психологическим, например, имитации расстрела. Но никаких свидетельств, которые доказывали бы состав преступления, так и не нашлось. 19 марта 1940 года суд оправдал его, но НКВД опротестовал приговор, и он вышел на свободу лишь 19 мая 1940 года. В декабре того же года его вновь арестовали. В конце концов, он был полностью оправдан Верховным судом РСФСР и вышел на свободу 22 апреля 1942 года. В результате всех испытаний, мучений и несправедливых обвинений Авторханов дал себе клятву бороться с советской властью всеми возможными способами. Результатом клятвы стало то, что во второй половине 1942 года он ушел в подполье, перешел линию фронта и очутился в Германии. В январе 1943-го он переехал в Берлин, где был зачислен в штат Кавказского отдела. Его работа заключалась в том, что он готовил политические и исторические обзоры по Кавказу. Кроме того, он стал членом Северокавказского национального комитета, сотрудничая в отделе русской периодики в Германии. Вышел он из этого комитета в 1944 году. Тогда же, в 1944-м, Авторханов покинул Берлин и пробрался в американскую зону оккупации. Совместно с бандеровской организацией «Антибольшевистский блок народов» издавал журнал на русском языке «Набат», где под псевдонимом Суровцев поместил серию статей. В 1948 году он прочел цикл лекций о Советском Союзе в военной академии, которая впоследствии стала называться Русским институтом армии США в Гармише, Германии. На следующий год он был зачислен в ее штат. Авторханов проработал там до 1979-го. Именно тогда он ушел на пенсию. Он преподавал политическую историю России и СССР в 19-20 веках, историю и организацию КПСС, идеологию и доктрину советского коммунизма. Заведовал кафедрой политических наук и был председателем Академического совета института. За многолетнюю работу в американской армии награжден медалью. В этот период он стал одним из самых активных советологов. В 1950 году он был в числе основателей Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене, а также Северокавказского антибольшевистского национального объединения и его журнала «Свободный Кавказ». Он активно участвовал в создании «Радио Свобода», был организатором его северокавказской редакции. На русском отделении «Радио Свобода» читал курсы радиолекций, история культа личностей, история партии, как она была, вел раздел «Партия сегодня». В 1950 году в еженедельнике «Посев» под псевдонимом Александр Уралов была напечатана его книга «Покорение партии». Книга, переведенная на французский язык, вышла в 1951 году под названием «Сталин au pouvoir» – «Сталин во власти». Она стала бестселлером. Впоследствии книга была переведена на английский, итальянский и испанский языки. В 1959 году выходит первым изданием его наиболее популярная в СССР книга «Технология власти». В 1966 году на английском языке выходит его монография «The Communist Party Apparatus», а в 1973 книга «Происхождение партократии». В
В 1976-м опубликована книга «Загадки смерти Сталина. Заговор Берии». После выхода на пенсию Авторханов продолжал писать. Именно тогда в свет вышли его книги «Мемуары», «Сила и бессилие Брежнева», «От Андропова к Горбачеву» и так далее. Естественно, Авторханов, принявший участие в политических действиях мирового масштаба, проявлял особый интерес к событиям, происходящим на его родине в 90-х годах. В своем выступлении на радио в 1991 году он обратился к чеченскому народу и президенту Дудаеву. В своем обращении Авторханов призвал искать мирные пути к независимости Чеченской Республики и договариваться с демократической Россией. Он также призывал не поддаваться провокациям сторонников старого режима, разжигающих рознь между кавказскими народами. В августе и октябре 1994-го он обращается к президентам Ельцину и Дудаеву, где призывает первого остановить движение к войне, которая не нужна ни России, ни Кавказу, и встретиться с Дудаевым. События последующих лет показывают, призыв о мирном решении конфликта остался без внимания. Началась продолжительная, бессмысленная война. Яркая жизнь Абдурахмана Авторханова оборвалась в апреле 1997 года. Чеченец, крупный политолог, борец за справедливость, ярый противник советской власти, коммунистической идеологии и большевистской практики, Авторханов скончался в германском городе Ольсинге. Да, то, что в нашей стране с пророками дела обстояли как нельзя из рук вон плохо, мало кто удивляется. В общем, у нас на этом все. С вами был Валет Генаев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. До свидания.